Ледоход достиг Ангаласского района. По данным Якутской УГМС, нижняя кромка на реке Лена находится в районе села Кытыл-Дюра. До города Покровск 200 километров, до Якутска 288. Верхняя кромка ледохода находится в районе села Солянка Алекминского района. Уровень воды 734 сантиметра. Редкий ледоход. За сутки ледоход продвинулся на 267 километров. Подвижки льда на участке Покровск-Якутск ожидаются 3-5 мая. На всех реках республики наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. Более подробно о прохождении льда по телефону передает руководитель единой диспетчерской службы Хангаласского района Виктория Мусурманова. Ледоход у нас находится, нижняя кромка к селу Кытыл-Дюра, верхняя кромка находится в село Солянка Алекминского. Уровень воды ниже критических значений. Скажем так, маловодье сказывается. Дело в том, что чуть-чуть селенок набирает, воды наберет и двигается. Потом минусовые значения ночные тоже сказываются на скорости прохождения ледохода. У Покровска, скажем так, день-два. Это будет зависеть от ночной температур и заторных явлений, которые могут образоваться из-за маловодья. На реке Амга уровень воды выше критического на 16 сантиметров. Сейчас он составляет 9 метров 41 сантиметр. Наблюдается густой ледоход. Нижняя кромка ледохода находится в районе села Мендеги Амгинского района. Здесь образовался затор. Верхняя кромка в 32 километрах ниже гидропоста Буяга. Здесь уровень воды 292 сантиметра. Редкий ледоход. В Амгинский Улус на вертолете вылетела оперативная группа Главного управления МЧС по Якутии для выполнения задач по безопасному пропуску паводковых вод и мониторинга обстановки.